не создана реальная, настоящая, объективная история татар, которую могут написать сами татары, но татары его не пишут, и поэтому пишут всякие разные остальные исследователи, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы принизить роль татар, а не сделать ее объективной. Выгодна ли ситуация? Политически выгодна. Это видно, ощущается любой человек, обладающий каким-то вот такими более-менее интуитивными, такими тонкими, как говорят, сразу же видит, что татар это распрямляет спину, выдвигается вперед. Я беседовал с Юрием Быковым. Мы с ним, так сказать, познакомились хорошо. Ну, фильм «Дурак», «Майор», наверное, знаете, культовые фильмы. И он говорит, я приехал в Казань, я, говорит, совершенно по-другому себя чувствую. Везде, говорит, потухшие глаза на всей территории России. У вас в Казани, говорит, у людей глаза горят, видно, что совсем другой, находящийся на подъеме народ. Подняться можно только в одном случае, если возникнет мощная, крупная, насчитывающая, может быть, несколько сотен тысяч людей, группа, которая поставит, ну, как викинги, поставит во главу угла морально-нравственные ценности. Или как Иса Чингисхана. Чингисхан ведь завоевывал, создавал свою империю, исходя из единственного лозунга, чтобы не было больше войн в мире. Там не создавалось ни гарнизона, ничего, создавалось равенство религий и людей всех, да, только не воюйте между собой, и все. Поэтому единое государство создавалось. Наследие. Древний Рим и Древняя Греция, я считаю, это такие слабенькие колыбельки цивилизации по сравнению с тем, что с той идеей, которую транслировал Чингисхан. 13 век. Хубилай, значит, издает указ 20 тысяч школ создать. Для того, чтобы было бесплатное, обязательное, среднее образование у народа. Потому что государство может быть сильным только тогда, когда просвещенный народ. В Европе только в 20 веке к этому подошла. Да и вообще весь ренессанс европейский, если начинать сейчас огромные исследования, потому что китайские летописи рассекречены. Сначала Китайская империя, она их сохраняла, потом, значит, социалистический Китай. Сейчас они как бы начинают выходить в мир. И там просто видно, что какие колоссальные, что книгопечатание было изобретено татарами в 13 веке. Но не изобрели китайцы, но у них были иероглифы. И книги печатать было невозможно, потому что каждый иероглиф отвечал индивидуальному слову. А когда уйгурский алфавит был введен, и на основе этого возникло книгопечатание, потому что нужно было обеспечить учебниками эти 20 тысяч школ. Там много чего, весь рисунок и вся художественная школа Возрождения, которая до этого не имела перспективы. Так и называли в Европе татарский рисунок. Королевский цвет голубой, это же от тенгрианского цвета пришел в Европе. Там масса, не говоря о том, что масса овощей, пришла масса этих, 34 миллиона квадратных километров была Великая Татария в те средние века. Потом уже все это... То есть нам нужно популяризировать свою историю. Неожиданно оказывается, что не Рим и не Древняя Греция как бы вот сыграла наибольшую роль в истории человеческой цивилизации, а Великая Татария. Книги, средства массовой информации, семинары, научное общение. Еще Ленин восхищался до революции, что это всеобщая грамотность. В принципе, вот, обсуждая стратегию татарского народа, да, 100% татар должны иметь высшее образование. Да. Всех одаренных татар должна быть создана система национальная, которая берет каждого одаренного татарина. Для них должны быть создаваться не просто пусть интернаты для богатых будут частные школы, но должны быть и государственные татарские школы для интеллектуально одаренных, для творчески способных людей. Нам нужно создавать свою творческую элиту. Тут как бы несколько этапов, да. Вот даже можно создать великолепную методику, они есть современные модернистские, которые не хочешь, но ты выучишь язык, причем довольно-таки быстро. Разведчиков так и обучали же в свое время, такие интегрированные, сжатые курсы. Специально надо, построенные на интересе, на внутренней мотивации. Дальше возникает проблема, где это все применять. То есть должен действительно возникнуть татарский мир, где высокая культура должна стимулировать изучение татарского языка. Вот мы сейчас ходим, смотрим татарские театры, да, у них сейчас тоже настоящий ренессанс. Спектакли набирают обороты, становятся все более интересным. Причем я вижу, что татарский театр, он в корне более сердечный,
на более живых энергиях, более солнечный, но он исламский, суфийский. Должна быть создана собственная татарская система, причем эта система должна быть метафизической системой. То есть должна быть основана на неких, может быть, магических приемах, мистических приемах, потому что язык – это очень мистическое само по себе действие. Да? Никто не понимает, что такое язык, к нему относятся очень позитивистски, очень примитивно, а Тишков тот вообще конструирует, как эсперанто. Пытались в свое время сконструировать из нескольких европейских языков искусственный язык, понятный всем, эсперанто для мировой революции, чтобы весь мир потом коммунистически говорил на эсперанто. Ленин же как говорил, весь мир будет говорить на английском, либо на русском. Ну, потому что революцию начали мы, значит, коммунистическую. Ну, русский язык, как известно, третий по сложности в обучении. Ну, китайский и русский, это, кстати говоря, да. А английский язык очень, он не зря завоевывает. Ну, вот сейчас говорят, вот сверхдержава, там, значит, прочее, экономика где развита. А все научные работы на английском языке. 90% не на китайском, а на английском. В этом, кстати говоря, может быть залог будущего проигрыша Китая. Китай поднялся за счет татарского импульса, потому что в татарском импульсе была огромная магия, мистика сердечности. Говорят же, вот Восток – это мудрость сердца, а Запад – это разум, значит. И действие такое, физическое действие. Но нам нужно создавать новую цивилизацию на метафизической основе, на магических каких-то основах, надо возвращаться. Собственно говоря, еврейская нация, она на иудаизме, на мистике и магии иудаизма, она вырвалась вперед. Но татарская, я думаю, почему она как бы искусственно все время останавливается, татарская нация, почему татары как бы себя, видимо, это настолько сильный по своей потенциальной мощи народ, что его как бы искусственно сдерживают для будущего. Говорят, евреи космополиты, то есть они относительно планеты всей, как бы, значит, они граждане всей планеты. А татары, я говорю, это граждане Вселенной. У них космический взгляд, не с точки зрения планеты, а с точки зрения, не с точки зрения даже Солнечной системы, не с точки зрения даже Млечного Пути, там, какой-то нашей галактики, а метагалактический такой. Никуда от этого не деться, у нас всегда такой вот очень широкий охват. Любая цивилизация строится так называемыми жрецами. Возьмите Египет, возьмите Грецию, возьмите современные. Прежде чем возникла Европа, возникла, значит, католическая культура колоссальная, потом протестантская революция. Да? Всегда происходит перед ростом какой-то цивилизации, всегда происходит религиозный переворот, религиозная революция. И татары вот на пороге этой. В сущности, мы очень идеально соответствуем, ну, говорят, что евразийское, я не считаю, что евразийское. Я считаю, что это такого, ну, действительно космического масштаба такой эволюционный сдвиг. Не зря здесь вот Хлебников был, развивался, если вспомнить, и тот же Ленин получил импульс. Я, конечно, всегда удивлялся, почему у Ленина нет ничего о татарах. Он же жил с ними всегда рядом, всегда их чувствовал. И потом неожиданно понял, у него первая любовь была Якупова, татарка, и она ему отказала. Он ее очень сильно любил, ну, она его познакомила с Крупской, сказала, вот Крупская была полька, довольно симпатичная женщина. Ленин уже как бы, ну, дальше пошла уже вот их история, да. А эта вышла замуж за очень богатого адвоката и потом на свои деньги финансировала съезд большевиков в Лондоне. Но потом она умерла до революции. И Ленин, меня в одной из английских книг о Ленине, фундаментальной такой биографии, там было сказано, что Ленин писал, ничего, говорит, не знаю красивее Кокушкина. Когда я умру, похороните меня там, с матерью. Но он думал, что мать будет похоронена в Кокушкино, это их родовое имение там было. И он там, в детстве он каждое лето приезжал в Кокушкино. Юность он все провел там. Какая-то странная юность, недоописанная еще, недопонятая. Несколько лет он там сидел. Такое ощущение, что даже с женщинами не встречался. Говорили, что почему Чингисхан шел на запад. Но одно из мифологических объяснений, что здесь находится какая-то гора, которая очень похожа на гору, около которой он родился. Вот его все время сюда тянуло, как магнитом сюда, значит, да, но он не дошел. Поэтому это в какой-то степени и религиозный переворот, наверное, должен быть, и внутренняя тяга татар к самопознанию, она должна, видимо, проявиться.
Ну, мне всегда было очень интересно. Я родился в Арзамасе 16, он сейчас носит название Саров, это татарское место, татарское местечко. Родители у меня были из-под Челнов. Там отец у меня там работал в атомном центре. И там было достаточно много татар, даже один татарин недавно после Харитона возглавлял лет 6 или 7 федеральный ядерный центр. Я просто там видел, насколько Сахаров жил на соседней улице, мы на его машине катались. Я просто чувствовал, что везде, как вот я вам говорил, Асгар Шакиров сказал мне, ну, это его наблюдение из театрального мира, что на все 2000 театров в России, и в каждом театре есть татарские актеры. И в каждом театре эти татарские актеры одни из лучших. Примерно то же самое и в математике. То есть татары очень хорошие математики. Да? Они просто себя были пришиблены. До 1905 года они не могли иметь среднего образования полноценного. Если ты крестишься, то можешь. Да? О высшем образовании мы уж и не говорим. Сейчас, после революции. Но мы и в советское время Сталин страшно не любил татар. Кстати говоря, неисследованный процесс. Почему? Откуда такая нелюбовь? Он, конечно, был одним из лучших семинаристов и очень талантливым поэтом. Но почему он не любил? Видимо, какая-то внутренняя... Сталин был тоже мистик. И, видимо, какой внутренне он чувствовал, что какая-то такая... То есть вот тот процесс восстановления России, который запустил Иван Грозный, начиная с захвата Казани, да, история ведь есть еще метафизика истории, да, карма, значит, такие понятия, да. И вот эта метафизика истории, видимо, будет повторяться. Будет, видимо, какой-то такой процесс, наверное, духовного наступления татар на Москву, и Москва будет, видимо, скорее всего, ну, каким-то образом внутри себя какие-то энергии, может быть, космические, сыграют роль, чтобы татар-то они поднимут, или Казань там, а Москву опустят. Ведь, смотрите, из ничего. 30 лет назад что из себя представляла Казань? Значит, третий разрядный центр, грязь, пыль, все ходили на задних лапках, и в трамваях, значит, ругались, не говорите по-татарски. Что вы тут говорите по-татарски? Значит, вы кто такие, вы живете в России? Пишут, что Альберт Разин покончил самосожжением жизнь, да, и там очень много удмурты пишут, что удмурты, и сам Разин это отмечает, удмурты стыдятся быть удмуртами, они притворяются русскими. Значит, они отрекаются от своего языка, уж вообще нет. Они уж вообще сами уже все говорят, мы русские. Поэтому, да. Но Шаймиев, например, сейчас, как говорят, у татар породил гордость, что когда все говорят, вот этот татарин, все, значит, будет сделано хорошо, сильно. Очень интересно я с такой очень интересной историей столкнулся в Турции. Довольно часто там бывал раз 20. С Союзом журналистов и писателей Турции мы сотрудничали. Мы поехали однажды в Стамбул, там у каждой школы есть землячество, и это землячество, учителя и родители решают, кто там будет мэр. Они контролируют местное самоуправление, школа контролирует. У нас школа, наоборот, учителя, так сказать, фальсифицируют выборы, боясь власти, а там власть за школами. Вот тоже там был как бы съезд, там главы всех районов собрались, и я говорю, вот глава этого района, вот он будет мэром через 5 лет, да. Мы с ним познакомились, очень были друзья, и там был один крупный бизнесмен. Я наблюдал такой феномен, как турки реагируют на татарских женщин. Это что-то тоже метафизическое, что-то мистическое, да. Они видят татарок, и все, полностью, они теряют самообладание, да. То есть для них это вот пришла какая-то, так сказать, сила, которая является смыслом его жизни. Все. Я видел, как этот миллиардер влюбился в такой, довольно, она чиновник была, небольшого уровня. Девчонку, красивая, стройная. Но это было что-то вот, как у Куприна гранатовый браслет. То есть он за эту татарскую женщину готов был, а он контролировал, по-моему, чуть ли не 40% рынка, все продажи одежды на Украине. У него кварталы были в Стамбуле. На нее просто невозможно было смотреть. Да. Такую власть она взяла. Турки говорят, что татары – это северные турки, да? Но мы, наверное, говорим, что турки – это южные татары. Их кавказские татары так и называли азербайджанцев до революции. Я просто чувствую за татарским народом, за татарской правдой
вот этот огромный пассионарный импульс, который растет на глазах, растет. В театре я воочию вижу ренессанс. Скоро, наверное, будет такой ренессанс в литературе, в поэзии. Там, где появляется пассионарный импульс у народа, возникает всплеск поэзии обычно, да. Ну и бизнес тоже. Бизнес – это же ведь тоже в какой-то степени метафизический процесс. Деньги, они ведь тоже идут к тому, кто понимает, как ими управлять, потому что если ты не можешь управлять деньгами, они тебя разрушают как личность. Деньги вообще даются человеку для того, чтобы совершать, ну не зря же 10% там отчислять, иначе ты просто умираешь. У меня такое представление, что великая русская литература, феномен ее, она же была очень у французов взята. Посмотрите, кто был у истоков, там Карамзин, Державин. Она взяла с татарского сердечного импульса. Татары дали ей Тургенев, ей сердечность, и она стала из-за этого глубже, чем довольно-таки поверхностная французская литература. Да? Они пытались в России подражать и германской литературе, и французской литературе, но немцы были более философичны, в России философии не возникло. Нет крупных философов. И все ушло как бы в литературу, но в литературу в основном, ну, вершина русской литературы – это, конечно, Достоевский, потому что он религиозный, православный, он сформулировал православную традицию современную русскую, но она оказалась ошибочной глубоко. Я думаю, что сам Достоевский не был верующим человеком, судя по его поведению, судя по его выступлениям. То есть он хотел верить, но вера – это же дар. Если вы этот дар не имеете, вы не… Ну, как талант. Как талант, да. Не имеете, ну, что, ничего не попишешь, да. И вот трагедия Достоевского состояла в том, что он очень хотел верить, но сам не верил. Из-за этого вот эта концепция пострадать. А в татарском мире, в солнечном мире, поэтому русский мир, он лунный такой, сумеречный, депрессивный. Татарский мир оптимистичный, солнечный, и он дает жизнь, как бы, жизнь. В стратегии должно быть прописано, что в каждой татарской семье должно быть 5-6 детей, ну или 7, если 7 считается счастливое число в исламе, да. Каждый татарин должен иметь и девушка, и парень высшее образование, каждый должен стремиться стать кандидатом наук. То есть вот на таких простых довольно-таки вещах, которые можно прощупать, количество неизбежно переходит в качество. Татары должны опираться на… Татарам Бог дал великое сердце. Да? Тот, кто обладает сердцем, он побеждает всех. Китайская поговорка гласит, что самое сильное оружие в мире – это благородство. Не атомная бомба, не 10 миллионов там вымуштрованных солдат, не 50 тысяч танков, как было у Советского Союза, или даже 70 тысяч, которые сейчас ржавеют. Да? Есть сердечная энергия, есть смысл жизни, ты начинаешь побеждать всех. Было 12 апостолов у Христа, и был Христос. Ну, была огромная сердечная энергия любви. Все. Мы видим 1,5 миллиарда христиан. Татарам нужны нобелевские лауреаты. Я до сих пор жалею, что Шаймиев не выдвинулся в свое время нобелевский лауреат мира вместе с Ельциным за то, что они… Ну, понятно, Ельцину не могли дать из-за Чечни. Заключили договор. Сюда приезжал инкогнито, при мне я сам их, так сказать, вместе с Тишковым, кстати говоря, Дональд Горовиц, например, очень крупные исследователи, этнологи американские, они говорят, будет тут конфликт или не будет, будет ли тут кровопролитие, как в Чечне, не будет. Танки готовились ввестись перед референдумом, довольно-таки известно, так сказать, один из участников той истории мне говорил, что вот на кольце будут танки стоять. Все, это, говорит, ладно, Борис Николаевич нашел себе моральные силы, а мне Фахрудинов рассказывал, который сейчас вот нынче, к сожалению, исчез, непонятно, кто он был, советником Ельцина, как Яковлев участвовал, Александр Яковлев отговаривал его в переговорах с Шаймиевым и отговаривал Ельцина силой, так сказать. Более того, было несколько высокопоставленных чиновников российских, крупных, влиятельных, которые говорили, ну, может быть, нам реальнее, может быть, даже татары не просят, говорит, независимости. Но, может быть, нам им самим дать пойти, потому что эта территория, говорит, не такая большая, нам, может быть, как раз выгоднее будет независимый Татарстан, он будет как-то так интегрировать, с Западом нам будет легче работать, с арабским миром легче работать. Все равно это, как бы Татарстан останется, ну, мы же внутри страны находимся, поэтому нам придется как бы очень много работать. Но как раз, может быть,
экономически выгоднее и геополитически выгоднее независимый Татарстан для России. Это, говорит, проблему никто не изучал, а мы вот начинаем видеть, что может быть и так, потому что если мы освободим татар, они себя почувствуют, тут очень большие внутренние силы как бы начнут развиваться, и которые потом будут уже структурировать все остальное Поволжье и европейскую часть. То есть Москва была готова пойти на большие уступки даже, чем просили наши. А мы же просили вообще прав только рядового штата США. Вот единственное. Мы и даже в договоре этого-то не было, да? У Хакимова была идея, что это вот ассоциированное членство, как Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико прекрасно, там гигантский бюджет, они там вполне, так сказать, на взаимовыгодном интересе, а взаимно выгодные интересы и усиливается любое развитие только когда оно идет на взаимной любви. Не просто даже на взаимном уважении, а говорят, что вот когда мужчина и женщина любят друг друга, заключают брак, то их сила, вот объединенная сила этого организма, она возрастает в 7 раз. Поэтому возникает депрессия после развода, потому что вот это объединенное как бы конгломерат, организм, он распадается не в 2 раза слабее, а в 7 раз слабее становишься. Поэтому это очень, очень тяжелый процесс. Да? Я же не говорю о том, что когда там совместные дети есть, потому что там тоже как бы синергетический эффект получается. Мы растеряли все. Договор аннулирован, ничего не осталось. Более того, судя по последнему решению относительно языка, такого же никогда не было. Даже у коммунистов в ТССР выпускные экзамены сдавались на татарском языке, и функционировали, изучались предметы, естественно, научные, на татарском. Огромная масса литературы издалась. Я помню, было забито фантастикой, самой отличной, те книги, которые невозможно было купить на русском. На татарском языке они там были. Пожалуйста. То есть популяризация была. То есть мы сделали шаг назад по сравнению даже с, не во всех, конечно, сферах, а по сравнению даже с советским периодом, с концом советского периода. И были и приемные экзамены в вузах на татарском языке. Пожалуйста, в Татарстане. Были и вузы, и педагогические, которые финансировались из Москвы, но тем не менее готовили именно татарских учителей. Образование очень затратная сфера, она самая затратная из всех бюджетных сфер, больше, чем затраты на оборону. Я думаю, что нужно поставить вопрос о возрождении, может быть, той модели, которая существовала, она называлась автономной, эта республика, в 20-х годах, сейчас актуальна при столетии республики, но прав у нее было больше, чем даже по договору. Если вспомнить, там у нас и здравоохранение, и образование, все это было наркоматы, не подчиняющиеся Москве. Татарские наркоматы, там все было, там только Ленин же говорил, что за нами, за центром должна быть оборона, внешняя политика, ну, бюджетная политика, и то не сбор, как сказать, не как сейчас 1 000 000 рублей в год. Что такое 1 000 000 рублей, люди не понимают. Вот у нас МКДЦ есть 3 миллиарда стоит, это 300 МКДЦ, по 5 таких МКДЦ на каждый район Татарстана. Там 1000 человек, 1000 коек в каждом. А это 1 000 000 000 рублей. У нас универсиада, о которой мы вот сейчас все время живем, их пожинаем плоды, это 240 миллиардов, из них 120 миллиардов наши, республиканские. То есть это 120 миллиардов федеральных денег всего лишь. Поэтому нужно ставить вопрос, нужно изучить ту модель, которая была в 2020 году, ленинская модель, которая была тогда организована. Это же не было никаким сепаратизмом, не было, да? И, может быть, ставить модель о возрождении вот той модели. Это будет неизбежно. Антогенез республики повторяет антогенез человека. Был маленький ребенок, был подросток, как-то стал, значит, юноша, там, 30-летний, возник суверенитет, возникла постсоветская республика, постсоветские реалии, да? Сейчас его пытаются обратно низвести до уровня маленького 3-летнего ребенка. Запихать, значит, джина этого в бутылку опять, значит, гигантскими, совершенно фантастическими усилиями, глупейшими. То, что произошло с языком, значит, изгнание его из школы, из официальной программы, но если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Вот мы этот божественный процесс видим, что делают с татарским языком. Ну, куда татарам деваться, когда так относятся к их культуре, к их языку, к их... Тишков вообще пишет, что нация сохранится, если лишится языка. Это выдумки. Вот евреи в массе своей не имели своего языка, там, не ивриты, многие на идиш не говорили, да, а оставались евреями.
Поэтому вот, значит, все должны изучать русский, быть на основе государства должно строиться на основе русского языка и великой русской культуры. Он же провозгласил такой тезис. Это как Уваров. Там, православие, самодержавие, народность. Вот. Потом и до православия еще дойдет. Скажут, а зачем нам ислам? У нас, чтобы единый был фундамент нашего государства, все должны принять православие. Это естественное развитие. Вот нельзя остановиться на... Это как эскалатор. Нельзя, или как велосипед. Перестанете вращать педали, он упадет. Поэтому мы и идем, эволюционируем не в будущее, мы эволюционируем в прошлое. К худшим вариантам, говорят, была толерантность, была дружба народов между народами Российской империи. Ленин называл ее тюрьмой народов. Мы отличаемся, у нас колоссальный комплекс неполноценности у татар, и мы 500 лет нас как бы держали в полусогнутом состоянии, позвоночник нас привык существовать в таком полусогнутом состоянии, он даже распрямиться ему сейчас как бы психологически тяжело. Вот самое главное может преодолеть этот психологический барьер о том, что мы крупнейшая мировая в общем, национальность, в которой огромные энергии внутренние заложены. Какую-то поговорку я читал, изучил в какой-то книге. Один волк сильнее, чем 100 баранов. Примерно так вот. С этой точки зрения, если тотем татар – это волк, который, в общем-то, и коллективистское животное одновременно, да, и в то же время очень индивидуалистическое, Киплинг как бы Маугли поместил в стадо волков, как самых этих, да. Ну, что я так думаю, что в глубине души вот эти все немецкие племена, которые тоже пришли с Востока, Гумилев заявлял, что это вот как раз метафизический импульс их вел, энергия, взорвалась сверхновая. А у татар эти энергии всегда при всех. Надо себя как бы высоко оценивать и знание, сила, как говорили. Был такой журнал у нас, да, и у татар должен быть культ сердца и культ знания. То есть, во-первых, на основе, конечно, всеобщей любви к человеку, но человек же должен быть, руководить другим человеком можно идти как хирург. Если он заболел, то надо вовремя отрезать у него внутри больные клетки, иначе он может умереть. То есть, иначе организм. То есть это же медики от глубокой любви к человеку, к сохранению ему жизни, иногда наносят ему боль, делают ему больно. Поэтому, ну вот, каких только татар я не встречал, всегда были очень талантливые. А если я встречал других талантов, неожиданно выяснялось, что у них есть капля татарской крови. Я там выступал раза-два на чаепитиях. Доводилось очень положительно. Что там? Я сравнивал эти две организации. Всемирный конгресс татар – официозная, официальная, бюрократическая организация, иерархическая, вертикальная, очень неповоротливая. И такая горизонтальная довольно-таки, как такой татарский бизнес, то есть мгновенно объединяться или разъединяться в зависимости, выстраивать те структуры для решения какой-то данной конкретной задачи. Да? Всем правят не количество физическое, не материальная, так сказать, сила, как Маркс говорил, да? Всем правят идеи, правят миром, а идеи – это есть метафизика. Если вы пишете как Шекспир, то вы завоевываете все театры мира. И нужны поэтому нобелевские лауреаты, не надо заниматься мелкотемием какими-то мелкими. Ну, как вот Шекспир, я почему говорю о Шекспире все время? Ставьте Шекспира, татарский театр должен ставить Шекспира. Почему там Барташевич, например, шекспировед крупнейший, он как у них крупная пьеса, крупная форма всегда вытаскивает из театра совершенно, как сказать, на другой уровень, на крупный, на большой уровень. Происходит рост.